Выездное совещание президента Аслана Бжани с активом Гудаутского района началось с выступления главы района Баграта Бочко. Он доложил президенту об исполнении бюджета за 10 месяцев текущего года. Бюджет исполнен на 121%. По налоговым доходам исполнение составляет 143,8%. С начала года Рицинский парк посетили 688 439 человек, Новоафонскую пещеру 416 037 человек. Как сообщил Баграт Бочко, из резервного фонда президента на содержание Гудаутского госпиталя поступили 35 миллионов рублей. Доход за 10 месяцев 2021 года составил 370 миллионов 26 тысяч рублей. Поступило 447 миллионов 955 тысяч рублей. В том числе по налоговым доходам при утвержденных бюджетных назначениях за 10 месяцев 2021 года 130 миллионов 51 тысяча рублей. Поступило 180 миллионов 6 тысяч рублей. 187 миллионов, что составило 143,8%. При плане от Рицинского реликтового национального парка 43 миллиона 800 тысяч рублей поступило 63 миллиона 165 тысяч рублей, что составило 144,2%. При плане 31 миллионов 72 тысячи рублей поступило 40 миллионов 350 тысяч рублей, 129,9% выполнения. В связи с увеличением доходов повысились и расходы Гудаутского района на 30 миллионов рублей. Из этих средств более 26 миллионов рублей, по словам Баграта Бочко, направлены на ремонтно-строительные работы. На здравоохранение более 1 миллиона рублей. Динамика роста наблюдается и в плановых показателях объемов производства. На территории Гудаутского района функционирует всего 1105 субъектов предпринимательской деятельности, в том числе 933 субъекта в экономике, это индивидуальные предприниматели и физические лица. В целом по району при плановом задании объема производства работ услуг товарооборота в размере 909 миллионов 501 тысяча рублей, фактически выполнение составило 1 миллиард 280 миллионов 500 тысяч рублей. Или 141% планового задания, с динамикой роста 248%. Главе государства доложили и об уровне собираемости платежей по электроэнергии. В этом вопросе картина нелицеприятная, говорит Баграт Бочко. Задолженность составляет 54 миллиона рублей. Аслан Бжани поручил главе района исправить ситуацию и повысить собираемость оплаты до 70%. Местные власти должны вести себя более активно, подчеркнул президент. Энергетика – ключевое звено экономики, и за нее надо платить. В течение ноября-декабря мы должны увидеть положительную динамику, Баграт. Я обращаюсь к представителям власти, представителям исполнительной власти. На местах отрезайте вместе с энергетиками, отключайте тех, кто не платит, предпринимайте меры, показывайте всем, что вы являетесь властью. Если это неудобно в силу родственных связей или других каких-то причин, тогда дайте возможность молодым людям, которые с этой задачей справятся. Таких мы в селе в любом найдем. Я не могу вам рассказывать сказки о том, что мы можем себе позволить не платить за свет, не поддерживать энергосистему, не поддерживать в технически исправном состоянии сеть, и что у вас в домах при этом будет освещение, я это вам гарантировать не могу. Она так остро обнажилась еще и потому, что появились те, кто незаконно занимается добычей майнинга. Но даже если их не было бы, у нас остро стоит проблема капитального ремонта всей энергосистемы. Вот когда был шквальный ветер, это к майнингу отношения не имеет, линия ПСО, она же старое название линия Салхина, значит, все столбы сломались они от ветра, потому что металл имеет определенный срок функционирования. Платят 4%, 2%, 3%. Это же безответственное отношение. Это отношение как к ресурсу, который вот река протекает, убрать хапща, тщне, дзыштругой пшир, тот жирчу талашара. За электричество надо платить, мои дорогие друзья. 40 копеек тоже не будет электричество стоить.
себестоимость нашей электроэнергии для того, чтобы поддерживать должным образом состояние сетей, для того, чтобы электричество в домах было бесперебойное, чтобы напряжение было нужное, себестоимость около 2 рублей. И мы должны будем к этой цифре прийти поэтапно, в течение 4-5 лет. Мы должны все наши подстанции, их 43, из них 8 подстанций только отремонтированы, остальные нуждаются в очень серьезном капитальном ремонте. У нас нет счетчиков, мы эти счетчики должны поставить. У нас в аварийном состоянии магистральные сети, они провисают. Баграт Бочко рассказал об эпид-ситуации в районе. За 10 месяцев текущего года в Гудаутском ковидном госпитале прошли лечение 1871 человек. Из них 757 жителей Гудаутского района. Скончались 349 человек. 90 – это жители района. Что касается криминогенной ситуации, за 10 месяцев зарегистрировано 75 преступлений. Из них 64 раскрыто. Тяжких преступлений совершено 25, раскрыто 17. По словам Бочко, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в борьбе с преступностью и правонарушениями в целом наблюдается положительная динамика. В рамках инвестпрограммы на 2020-2021 годы по Гудаутскому району запланирован ряд мероприятий. Значительная их часть касается водоснабжения сел и самого города. Наряду с прокладкой внутренних водопроводных сетей в селах строятся резервуары. Работы, которые ведутся в селах Абгархок, Мгудзерхо и Звантрипш, планируется завершить к концу года. По Гудауте также запланировано строительство водопроводной линии на 8 улицах. На 2021 год было запланировано и асфальтовое покрытие 4 городских улиц. Однако, по словам начальника УКС Тимура Агрба, из-за повышения цен на материалы работы приостановлены. По остаткам 30 миллионов рублей всего по городу Гудаута. Остальные мероприятия по селам уже реализованы. В 2021 году будут выполнены. Тут есть еще одна проблема по городу Гудаута. На одной из дорог, где планируется проложить асфальт, там есть некие проблемы с коммуникациями, но которые сейчас тоже оперативно, совместно с водоканалом, мы решаем этот вопрос, чтобы пока остальные дороги делают, там эти все проблемы должны быть устранены. Директор гудаутского телевидения Лариса Чанпа рассказала президенту о проблемах, которые испытывает местное телевидение в связи с состоянием офисного помещения. Глава государства пообещал разобраться в ситуации. На совещании также обсуждались вопросы, касающиеся сельского хозяйства. Как отметил Аслан Бжани, необходимо вести работу по привлечению инвестиций. Создание условий для привлечения инвестиций – это наиважнейший вопрос. И эти инвестиции можно будет привлечь таким образом, чтобы это работало прежде всего в интересах нашего населения. Я это специально подчеркиваю. В интересах нашего населения. Чтобы инвесторы здесь строили объекты, которые будут прежде всего работать на нас с вами. У нас все обветшало. Водоснабжение в ветхом состоянии, канализационные сети в ветхом состоянии. Мы дорожим тем, что мы имеем. Наше море сегодня пользуется популярностью, потому что вода чистая. Но если мы не будем поддерживать этот уровень, если у нас не будет очистных сооружений, вода будет грязная, значит, будут проблемы, связанные с экологией. Как ее решить? Только привлекая инвесторов мы можем себе это позволить. وتروح ترشح أفشكا بيبش سيرو أبصلا بشوفة شو يعرفونه قطولا قطوي إقتصادية هدول أبريا وشا أمو يامو قطولا دوت أساسي مولد صعود يخيا أفيسال ستركتورة كويربي مزكا أو يو أما دام يستاذ رزقنا ويست مجيد الشمينيموم نسكت إن يحنا أقارن تخوف الوليد يخيا أي بش الفيتران شو الوليد شو يخا تنشوف هاي يخا بجدسكي خوش مع تقول. Президент особо подчеркнул, что привлечение инвестиций не ставит под угрозу суверенитет нашего государства. Любой инвестор будет работать по нашим правилам и на нашу экономику. Мы не собираемся никакому инвестору разрешать завозить сюда рабочую силу, вывозить капитал, не платить налоги, делать то, что он хочет. Нет, так не будет. Я хочу ваше внимание обратить на то, что самые богатые страны мира
тоже привлекают инвестиции. А пара хамасара хамазарамуэ хаусайд явазари амлозу вябашкса опуицит за аме пара из тахмда. Так попробовали, не получилось. Так попробовали, не получилось. Почему не решены вопросы в течение 28 лет? После войны прошло 28 лет. После Великой Отечественной войны 1945 года, в 1961 году в космос полетели через 16 лет. Американцы, Айбешран, Хармуди, да, 400 тысяч погибло, наших погибло 20 миллионов. Но первым Советский Союз полетел в космос, восстановил экономику. В 1961 году. Мы за 28 лет куда полетели? Не наводит на мысли определенные. Что-то в экономическом плане мы не то делаем. Это не моя прихоть. Ариса сиху все остаться стаху. Арифа сиху остаться стаху. Изловая рабижнизки хошматы хапенсия. Изумовая юх банизки. У экономика ихава ханхоин кара убризал шарамов. Вахамадзам. Ариауруси пара хаймтар ихе хайту. Если посчитать наш бюджет 10 миллиардов, 55% дают они. 45% мы собираем. А если посчитать пенсионный фонд вместе с пенсионным фондом, это 4 миллиарда, из них 3, то мы, получается, свой суверенитет наполнили на 70% всего. Уиз харада. Уиз лахарчевой. По окончании совещания президент подвел его итоги. Вот у нас количество работающих, официально зарегистрированных, цифра около 40 тысяч. И этой цифре уже 15 лет. Если мы не сумеем в экономическом плане себя укрепить, нам будет очень сложно сохранить свою государственность. Надо действовать по экономическим правилам существующим, с учетом того, что мы частично признанная страна, с учетом того, что мир нас окружает в большинстве своем агрессивный. С 10 ноября, год тому назад, закончились боевые действия в Карабахе. Как они закончились? Вот кто-то склонен в этом обвинять россиян, что они не вмешались. Вот обратите на это внимание, да, всего-навсего не вмешались. Это я к тому, что насколько все хрупко и насколько важно нам суметь выстроить правильные отношения с Российской Федерацией, при этом сохранить свою собственную государственность, свою идентичность, свой этнос. Из этого надо извлекать правильные уроки. У нас в 2014 году был подписан большой договор между президентами Абхазии и России. В рамках реализации этого договора мы должны были построить военный городок в Ачимчирском районе, в селе Меркулы. Брадгилпа, Рхатабзера, Чейдзам, Алдж, Аги, Акадзам, Яхапщуп, Анышвипчевизов, Убра культура, Адруху, Амадзац, Инью гектар, Убра Яхтаранха, Анаурсша, не в собственность, а безвозмездное пользование для того, чтобы там построить военный городок, в том числе для наших военнослужащих. После этого должна была быть масштабная модернизация вооруженных сил Абхазии. На все на это было предусмотрено 9 миллиардов рублей. И мы в течение 5 лет не смогли решить вопрос выделения земельного участка под эти цели. 50 гектаров земли. Ансфеу мхана хатагла зааща вбыси алар яххаб, тешезник агат хаклар. Ишпаало тагла зааща. Хёратахума хачкун соебешрей цот. Абжихан цот. Рубсат гиле хац глот. Рубсат гиле заон ашак артпартиалаго. Сара хунткара сахагло беха сара хуккей рехау симу апсмилот айкур харами. Сара старста хуб, какой выбор мы должны сделать? Бюджет Министерства обороны Грузии 200 миллионов долларов. Это такой же, как бюджет нашей страны. Они наращивают вооруженные силы. У них нет никаких территориальных притязаний ни к кому, ни к одной стране. У них территориальные притязания только к Абхазии. И это не происходит только потому, что у нас есть стратегический союзник. И мы никакого права не имеем наш стратегический союз портить какими-то непонятными вводными. В рамках рабочей поездки Аслан Бжани посетил ковидный госпиталь. Президента интересовало, как работает компьютерный томограф и кислородная станция. Главе государства сообщили, что КТ работает исправно в штатном режиме. И в обеспечении кислородом тоже сбоев нет. Имеется 24 тонны запаса кислорода. По словам министра здравоохранения Эдуарда Бутпа, в ближайшее время планируется остановка резервного генератора. Глава государства поблагодарил медперсонал за самоотверженную работу.
Президент посетил село Абгархук, где ознакомился с ходом строительства водопровода. Затем посетил объекты водоотведения и канализационной системы в Новом Афоне. Все эти работы проводятся в рамках инвестиционной программы на 2020 и 2022 годы. По итогам инспекционной поездки глава государства оценил качество работ на удовлетворительно. Объекты, предусмотренные инвестпрограммой 2022, объекты преимущественно связанные с водоснабжением населения и с восстановлением канализационных систем. Работы, на мой взгляд, идут удовлетворительно. Качество работ на этом этапе удовлетворительно. Существенных отклонений от сроков нет. Я, как и говорил ранее, буду контролировать ход реализации инвестпрограммы, потому как это имеет непосредственное отношение к качеству жизни наших граждан. От того, насколько мы качественно выполним работы в срок, зависит благосостояние огромного количества жителей Гудаутского района. Поэтому эта инспекционная поездка была для меня необходима. Я сделал определенные выводы. Мы и в дальнейшем будем оказывать содействие и УКСу, и должное содействие, и контроль и в отношении УКСа, и в отношении генеральных подрядчиков и субподрядчиков, с тем, чтобы мы эту тему закрыли и больше к этому не возвращались. Пока все идет неплохо. В пятницу Аслан Бжаня намерен посетить Ачамчерский район. Дениза Герги, Алексей Агухава, Раму Камки, Абхазское телевидение.